Мемориальный комплекс «Аллея славы», мечеть «Сердце Чечни», Ахмат-арена. Визит руководителя ФСИНа начался с экскурсии по столице. Геннадий Корниенко подчеркнул, что за последние годы Грозный преобразился до неузнаваемости. Немалая заслуга в этом принадлежит республиканским властям. Также он посетил следственный изолятор и колонию номер 4, проверил условия содержания заключенных, пообщался с сотрудниками ведомства. Как долетели? Отлично. Директора Федеральной службы исполнения наказания встречает глава Чечни. До этого Геннадий Корниенко уже успел посмотреть достопримечательности Грозного, которые, как отметил гость, не могут не впечатлять. В свою очередь Рамзан Кадыров рассказал, что в Чеченской Республике принимаются все меры для того, чтобы заключенные чувствовали себя частью общества, могли получать профессию и духовно обогащаться. Заключенные чувствуют себя уверенно, идет исправительный процесс. Мы выделяем средства, необходимые для того, чтобы они могли работать там. Мы отправляем духовенство по линии культуры, спорта, чтобы они были, так скажем, участвовали в процессе становления мирной жизни Чеченской Республики, чтобы они, когда будут выходить на свободу, чтобы они действительно знали, что их посадили для того, чтобы они исправились, что они не враги, что мы им не враги, что это часть общества нашего, и над этим мы работаем, и нам идут навстречу ваши подчиненные, и мы хотим выразить слова благодарности вам и вашим подчиненным в этом направлении. Спасибо вам за то, что вы даете нам возможность, за то, что вы создаете условия для заключенных. По поручению Рамзана Кадырова в местах лишения свободы построены современные спортзалы, улучшены условия проживания. В исправительной колонии номер 2 Чернокозово все желающие могут получить среднее и даже высшее образование. Более того, заключенные имеют возможность и трудоустроиться. Для этого на территории колонии действует несколько производственных цехов. Очень благодарны, потому что вы лично, ваши подчиненные, уделяют много времени реабилитации лиц, которые оступились, которые проходят заключение в местах лишения свободы именно в вашей республике. Сейчас очень много говорит о том, чтобы те лица, которые оступились, попали в такие учреждения, получали полноценную профессию, чтобы они возвращались в общество исправившимся. И в республике, как я посмотрел, делается для этого достаточно много. Это люди в основном оступившиеся, и надо их, естественно, возвращать в общество полноценными гражданами. Для этого есть в республике все условия. Заключение есть заключение, тут никуда не деться. Определенные ограничения, определенные условия тяжелые есть, но тем не менее в республике делается все для того, чтобы это поддерживалось на том уровне и не унижало человеческое достоинство. Поэтому я, как руководитель службы, выражаю вам большую благодарность за то, что вы делаете лично, за то, что делают ваши подчиненные, ну и подразделения, которые здесь находятся, тоже, в общем-то, на хорошем счету. В знак благодарности за вклад в развитие системы исполнения наказания Геннадий Корниенко преподнес главе Чечни именное оружие. Всей души поздравляю. Спасибо. Чтобы он стрелял только когда нужно. Служу Отечеству. Только буду использовать для защиты Отечества. Также президенты от руководства ФСИН получили Абубакар Эдельгириев, Исатум Хаджиев, Шамхан Денирханов и Галас Таймасханов. Отметили Али Ирисханова, который многие годы возглавлял Управление Федеральной службы исполнения наказания по Чеченской Республике. Он удостоен высшей награды региона ордена Кадырова. Награждается орденом Кадырова генерал-майор внутренней службы Ирисханов Али Зайндинович. Самые трудные дни, но он доказал, что он действительно патриот, служил, терпел все. Медалями за заслуги перед Чеченской Республикой Рамзан Кадыров отметил Геннадия Корниенко, а также руководителя УФСИНа по Чечне Анзора Ирисханова. После этого Рамзан Кадыров проводил делегацию, предварительно поблагодарив за визит и сделав фотографии на память. Смина Гацаева, Мурат Эльбукаев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.